Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Сдвинутся ли ваши отношения с мертвой точки? Если тема вам интересна, актуальна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, на мужчину и на ваши отношения. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, очень интересно. Сейчас между вами, во-первых, расстояние у кого-то отыграется фактическое, то есть вы живете в разных местах, между вами прям километры, сотни километров, а может и тысячи километров, а у кого-то отыграется ментальное расстояние. И на ваших отношениях как будто бы замок, знаете, как вот такой амбарный замок навесили, закрыли с такими большими дужками, и ничего не поделаешь. Знаете, как будто бы кто-то закрыл либо заблочил ваши отношения. Я вижу ваши чувства, они взаимные. Взаимные чувства, взаимное притяжение идет. Но отношения закрыты, развитие отношений закрыто, замком закрыто. Замком. Так, у вас я вижу усталость, вижу надрыв и очень нестабильное психическое состояние. То есть вы устали, попросту говоря, да, вы устали тянуть эти отношения на себе, вы устали бороться за эти отношения, вы устали доказывать всем, что вы пара, что вам хорошо вместе, потому что здесь есть и скептики, и даже сам мужчина иногда как-то себя ведет не очень прилично, да, вы ему доказываете, да, что вы пара. Вижу, что здесь девочки помогали своим мужчинам, помогали, спасали, на себе тянули, а кто-то из девчонок даже как-то материально участвовал в жизни мужчины, помощь материальную оказывал. Все надеялись, все ждали, времени много между вами прошло, а воз и ныне там. Вы не знаете, как вам правильно поступить. С одной стороны, жутко обидно, да, что мужчина так себя ведет, что мужчина не берет инициативу, не развивает ваши отношения, все сидит там, отмалчивается, отнекивается. Либо наоборот, знаете, даже в последнее время у кого-то отыграется, что мужчина агрессивный стал. Агрессивный, злобный, если какие-то вопросы ему задавать, либо о чем-то с ним разговаривать, о серьезном, он прям на крик может перейти, либо даже словом обидеть. Да, а у других наоборот, да, не говорит даже, махает, там, кивает, моргает, мычит, даже и слова не вытащишь. Вот, вас очень это бесит. Вот эти скептики, которые есть с вашей стороны, это, скорее всего, ваша семья, либо ваши подруги. У кого-то прямо говорят, что он тебя недостоин, а у кого-то намеками. Вы же все чувствуете, вы все понимаете. Не нравится. С другой стороны, вы понимаете, что это логично. Да? Люди просто видят со стороны ваши отношения и делают вот такие умозаключения. То есть, в принципе, что злиться, если правду в лицо говорят. Вижу, что вы к кому-то обращались, либо с кем-то общались на эту тему. Возможно, вы обращались к гадалке, к ясновидящему. Да, но ответов как бы не получили. Еще больше сомнений как будто бы вас посеяли. Еще хуже как будто бы стало. Да, вы как будто бы на развилке стоите и не знаете, как правильно поступить. Тянуть и дальше эту лямку, тянуть эти отношения, надеясь, что авось, да, все наладится. Либо послать его на небо за звездочкой. Неспокойная у вас сейчас обстановка. Кстати, у кого-то из девчонок на этой почве даже здоровье ухудшилось. Сон нарушился, здоровье ухудшилось. Кто-то стал кушать много, кто-то наоборот потерял аппетит. В общем, приятно вам мало. Активность у вас как-то притупляется. Прям притупляется. Какая-то забывчивость всплывает. Со стороны мужчины я вижу немножко другую картину.
Мужчина, в принципе, об этом не думает. Он не думает о ваших отношениях, он не думает о будущем. Либо живет как бабочка-однодневка, либо полностью сфокусирован на какую-то другую ситуацию, на другие проблемы. То есть он не считает, что между вами проблема. Его, в принципе, все устраивает. Все устраивает. Он в вас уверен, он считает, что вы его любите, что вы ему простите все, что там он натворит, накуролесит. Без вопросов простите. Может быть, был такой опыт у него, когда вы ему прощали, а может быть, верит в это. Вот он вообще не напрягается. Вы тут, бедные, страдаете, мучаетесь, не досыпаете, не доедаете, а он прям фриволенько себя ощущает. Мне не нравятся люди, с которыми общается ваш мужчина. Совершенно не нравится. Либо здесь какая-то пара, мужчина и женщина, либо это, возможно, даже как какие-то родственники, мужчина и женщина. Вот как будто бы они за ним ходят, либо вокруг него с бубном ходят. Им что-то от него надо. Кстати, у кого-то отыграется, что они ему постоянно наливают, да, то есть они как спаивают его. Очень неприятные люди, и у них какая-то нехорошая цель, то есть что-то они задумали нехорошее. Плюс мужчина не совсем чистый у вас вышел. Вы, конечно, на меня не обижайтесь, но говорю, как вижу. У мужчины либо карма тяжелая, да, несет на себе карму рода, либо за какие-то его поступки-проступки на него тут достаточно значительный негатив лег. Почему не развиваются ваши отношения? Почему между вами вот такая пропасть? Да, будь то ментально, будь то действительно по километрам, да, далеко друг от друга. Почему этот замок? Мужчина себя не отработал, не проработал. Но в мужчине есть негатив. Он негативный, грязный, вы позитивная, чистая. И высшие силы не позволяют, просто не позволяют, чтобы этот мужчина вас испачкал, да, чтобы этот мужчина на вас переложил это бремя негатива, которое несет на себе. Здесь бы, конечно, хорошо индивидуально посмотреть, да, откуда этот негатив. Просто я не могу вам сказать так наобум, на общей отсыпке, что нужно делать. Но причина именно в нем, не в вас, в нем причина. Негатив. Либо ему нужно, знаете, как покаяться в своих грехах, да, исповедаться, покаяться, заработать себе прощение. Кого-то он обидел, либо с кем-то очень плохо поступил. Может быть, какие-то молодые годы, может быть, там прям в юношеские годы, да, но кого-то он обидел, женщину какую-то обидел. Либо ему нужно откупиться от кармы рода. Там, может быть, какие-то родственники обижали людей, а он теперь вот это ярмо несет. Здесь нужно, конечно, просматривать более подробно. Но я вижу, что ваша встреча, она не была случайной. Знаете, как будто бы у вас есть особая миссия спасти этого человека, либо помочь ему спастись. Вы ведь такая, вы не то чтобы там своего, вы и чужого человека в беде не бросите. Вы очень положительный, ответственный и доброжелательный человек. Вы и людям, и животным всем помогаете. Сердце у вас очень доброе. И энергетика у вас очень, кстати, сильная. Знаете, я не могу сказать, для любви вы встретились, для дружбы, но я вижу, что вы должны ему помочь, вы должны его спасти, вытащить из этой клоаки, грязной клоаки. Если вы его оставите, он пропадет, он просто пропадет. Его тут и могут и оборовать, и подставить, и знаете, как сопьется, снаркоманится, все что угодно может с ним быть. Потому что эта негативная карма, она прям давлеет над ним. Знаете, как этой косой стоит над ним. Он пытается встать на ноги, а его раз подкосило. Встал, опять подкосило. Постоянно падает. И энергетика у него в последнее время очень сильно поменялась. У него энергетика разрушений. То есть все, что он не делает, там, в руки не... Да, любую вещь в руки взял, да, там, сломал, побил, уронил. Прям к чему не прикоснется, все у него крахом идет. И также на работе могут быть проблемы.
там, с начальниками, с тем, что он делает. Он может получать травмы, а там, если водит машину, там, в аварии попадает, да, либо в какие-то конфузные ситуации. Негатив, очень сильный негатив. Любовь к вам его спасает, и ваша любовь к нему. То есть, знаете, как помогает держаться на плаву. Но качество жизни очень сильно страдает. Мне кажется, что он как помешался даже на чем-то. Тянет его на разрушение, прежде всего, самого себя. Смотрите, надежда, шанс есть. Потому что я вижу между вами ребенка. У кого-то действительно ребенок может родиться, а кто-то вот заново, с чистого, с нового листа начнет писать свою историю любви. Но для того, чтобы выйти в этого ребенка, здесь очень сложный путь и очень много каких-то действий вам нужно совершить. Вижу, что вы все равно от него не отступите. Я вижу, что вы будете спасать. Да, вы будете спасать. Мне вообще идет, что вы его как-то отмолить должны. Либо у вас какой-то особый контакт с высшими силами. То есть ваши просьбы, ваши молитвы слышат и видят высшие силы. Вам нужно просить не только за него, да, то есть не его отмаливать конкретно, вот как персону, а вымаливать ваши отношения, да, чтобы высшие смиловались, простили его грешного и дали вам возможность быть вместе, любить друг друга, создать семью. То, что ребенка показали, значит, это возможно. Вам нужны силы для этого. Вам нужны силы. Вам нужно, скорее всего, знаете, как, может быть, отдых какой-то себе устроить, там, передышку какую-то устроить. Я вижу, что будет прилив сил. Вы у меня здесь, смотрите, голубка на крыле. Видите, голубка с крылом поднятым. Вы за ним летите. Вы летите, чтобы его спасти. Знаете, девочки, самый главный бой за ваши отношения у вас впереди. Вы по характеру боевая женщина. Особенно если за близких, за родных, так вы и в огонь и в воду. Нет, вы его не бросите. Я вижу, что вы будете за него бороться, и вижу, что вы победите. Просто вы в сегодняшнем дне еще не готовы воспринимать эту информацию. Либо пока еще недостаточно сил, энергетики недостаточно для того, чтобы приступить к этому бою. Давайте так, пусть пройдет несколько дней, возьмите и пересмотрите мою отсыпку. Тогда поймете, что вам делать. Вам интуиция подскажет, что вам делать. Мужчина не пропащий. А вы, женщина, просто святая. Вот чтобы вы для себя знали. Если вы ему не поможете, он действительно разрушит сам себя, разрушит свою жизнь, если вы его оставите. А если вы его спасете, он всю жизнь будет рядом с вами, будет предан. Знаете, как, есть понятие подкаблучник, да, а есть понятие преданный партнер, да, верный друг. Вот он вам будет преданным партнером, верным другом. Это я вижу. Плюс, когда этот негатив с него уйдет, мужчина ведь на самом деле под счастливой звездой родился. То есть у него есть какой-то талант, либо что-то он умеет делать лучше, чем другие. Вот на этом поприще он добьется большого результата. Большого результата. Он дом построит, либо купит, построит. Как-то будет вкладываться в то, чтобы был дом. Вот именно дом для семьи, для вас, для ребенка. Если вы уже не в том возрасте, то этот ребенок означает именно новое между вами. И также может означать как дело, одно на двоих дело. То есть ваше семейное дело. Да, причина все-таки негатив. Негатив, который есть на мужчине. С этим надо разбираться. Давайте я еще на оракуле посмотрю. Что это за события, что это за обстоятельства, почему, откуда это все нашло на вашего мужчину. Но эти отношения, они и судьбоносные,
И как вы знаете, для вас именно идут на раскрытие ваших талантов, вашего дара. Да, может быть, это ваше призвание спасать заблудшие души. Карты вообще не хотят вылазить. Что такое? Да, перерождение идет. Помните, я вам говорила про ребенка? Вот он, ребенок вышел, что будет между вами. Так, ну давайте по порядку пойдем. Просто некуда ложить карты, извините. Что происходит между вами? Как я вам сказала, ваши отношения, они судьбоносные. Не просто так они возникли, не просто так вы познакомились и встретились. Несмотря на помехи, несмотря на расстояние, видите, здесь девушка с письмом, да, и тут птицы летят. Несмотря на то, что между вами всегда какая-то пропасть, границы есть, вас всегда будет тянуть друг к другу, и это именно и есть судьба. То есть мимо друг друга вы все равно бы не прошли. И не так просто вам будет расстаться. Причины, что происходит? Ну, смотрите. Ну, действительно, карма. Карма, причем, ну, поделали. Что ты скажешь? Тут даже волшебник, да, маг вышел. Поделали, очень серьезно поделали. Возможно, поделали на какого-то мужчину, там, на его отца, на его деда. И это все передается из поколения в поколение. Да, женщина могла проклясть по мужской линии, да, это передается. Он мог сам обидеть какую-то женщину, которая обладает, допустим, силой, либо которая могла обратиться за защитой, да, и справедливо наложить на него негатив, либо проклятие. То есть он сам виноват в том, что происходит, либо его род виноват в том, что происходит. То есть каждое новое поколение расплачивается за предыдущее, либо он расплачивается за свои проступки. Это не на ровном месте возникло, были предпосылки, что по роду были предпосылки, что в его поведении были предпосылки. То есть человек явно вот под негативной кармой, под магией находится. Что произойдет? Моменты отчаяния, кстати, вас ждут. Мне жаль это говорить, да, но будут еще негативные моменты, они будут кратковременные, но тем не менее они будут. То есть разочарование, негативные моменты, это все будет. А потом будет новая жизнь. Вот это аркан перерождения, да, аркан смерти. Родится новая жизнь. Родятся новые отношения, счастливые отношения. Почему я так говорю? Потому что последний аркан — это женщина-мать, это родовое дерево, это то, что будет между вами. Вы будете основателями своего родового дерева. Дерево пустит корни, потом появятся листочки. Видите, новая жизнь. Опять же, ребенок перекликается, да, яички — это детки, птенцы. Единорог указывает на то, что ваше желание, ваша мечта, ваше благое желание, благая мечта обязательно исполнится. Честно скажу, непростой путь вас ждет. Я не буду вас обманывать и говорить, что все получится на изи, там, щелкнул пальцами, да, и все случилось. Нет, сложно, вам будет сложно. Вы будете срываться, вы будете прям, может быть, даже бросать на полпути, но тем не менее, вам по судьбе спасти этого мужчину, и вам по судьбе быть с ним счастливой. Так вот, мои хорошие. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.